Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: что непременно случится со дня на день. И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что непременно случится со мной в моей жизни со дня на день. И давайте будем смотреть. Я думаю, все уже готовы. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Слушайте, разговоров у вас так много выходит. Вот либо по телефону будете говорить, либо лично говорить, а может и так, и так. Какие-то постоянные разговоры. Знаете, одни разговоры вас раздражают, другие отвлекают, а третьи вам очень интересны. Вот вышел очень противный человек. Невероятно противный. Это по характеру противный, поведение у него такое непредсказуемое. Кстати, похож на мужчину. Либо если женщина, то с мужским характером. Ох, как вам сложно придется. Ой, тут вы этого человека, ну, во-первых, не переспорите, это точно. Во-вторых, перед вами будет какая-то цель, задача, да, переубедить этого человека, либо убедить этого человека. Боже, что вы только делать не будете. Но я дам вам совет, как поступить правильно. Вы не настаивайте, а лучше подводите этого человека. Да? Подводите к тому, что вам надо, чтобы этот человек сам озвучил. Как только человек это озвучит, вы скажете: о, классно, гениальная идея. Вот давай так и поступим. Вот как ты сказал, да, либо как ты сказала. Поверьте, вот человек по характеру противный, да, он не отступит от своих слов. И тут вы можете его поймать на обещании. Ну, либо скажете: ну это же твои слова, это же ты предлагал, да, это же ты сказал, либо сказала. Так что давай так и делать. Вот. Ну, прям потратите. Время потратите. Кто-то несколько дней потратит, а кто-то прям несколько часов, да, чтобы этого человека уговорить. Чтобы этот человек, ну, скажем так, склонился в вашу сторону и сделал то, что вам надо. Значит, мои хорошие, еще у кого дома проходит ремонт, либо вы обращаетесь в какие-то службы, которые для вас осуществляют какую-то работу, опять же, ремонт, может быть, починка чего-либо. Там, не знаю, прачечные, может быть, какие-то. Вот. Люди, которые игнорят свои обязанности, при этом там придумывают какие-то невероятные, ну, факты, обстоятельства. Ой, там мы заняты, что-то закончилось, кто-то что-то не привез, там, не знаю, электричество мышь перегрызли, да, какие-то истории вам рассказывают. Значит, не стесняйтесь. Потратьте время, найдите управу на этих бравых, скажем так, недоработников. Если надо, обращайтесь к начальству этих людей. Если надо, идите в правоохранительные органы. Но пускать на самотек ни в коем случае нельзя, потому что эти люди расслабятся, и это будет уже работа не пары дней, а может быть даже пары недель, а то и месяцев. Вот. Не пускайте на самотек, это очень важно, прям предупреждают вас. Дальше. А здесь очень интересный разговор с какой-то женщиной. Женщина, ну, я не знаю, то ли она ваша подруга, то ли она ваша родственница. Она где-то раздобыла очень важную информацию. Информацию, ну, какого-то такого полусекретного, может быть, даже и секретного характера. Она вам эту информацию будет дозированно выдавать. Вот вы прям... Вы спрашивать будете: ну вот скажи, ну скажи. Ну вот прям такое впечатление, что вы доите корову, да, причем корову, у которой молока нет. Вот прям может выбесить вас, да, таким отношением. Она нагоняет интригу, я вам серьезно говорю. Нагоняет, ей очень важно, что, да, к ней люди тянутся. Смотрите, я обладательница каких-то специфических знаний, да, вот все ко мне идите, а я вот буду решать, кому сказать, кому не сказать. Вот тоже, знаете, как нервы вам немножечко потрепет, но вам очень интересно будет. Вы ее, ну, дожмете, информацию получите. Кстати, эта информация
она для вас действительно очень прям стратегическое значение имеет. Если вы воспользуетесь этой информацией, поверьте, вот вы либо что-то сможете получить, либо чего-то добиться, либо даже как-то улучшить свои, ну, может быть, жизненные условия даже, да, что-то вот для вас положительное пойдет. Слушайте, вот не теряйте времени, прям получили информацию, сразу идите делать. Вот какая мысль в голову пришла, она будет самая правильная. Воспользуйтесь этой ситуацией. Да, для вас это важно. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то мужчина вдруг начнет к вам приставать, проявлять интерес. У кого-то это будут шуточки, у кого-то это будет приглашение на свидание. Ну, а у кого-то это будет прям переписка. Да, вот где-то вы переписываетесь там в интернете, да, по мессенджерам будете переписываться. Мужчина, в принципе, неплохой, но он очень такой, знаете, ну как, зачарованный, заколдованный, нерешительный человек. Вот и хочется, и колется. Знаете, будет ощущение, что тратит ваше время. Кто-то из девчонок даже психануть может, сказать, ну что ты мне вот это мозги полощешь, да? Ну либо приглашай, либо уже иди вон своей дорогой. Значит, девочки, проявите инициативу. Если мужчина нравится, если у вас уже, смотрите, как все тут заходит на переписку, ну так скажите, вот... Давай сходим куда-нибудь, да, я там давно хотела посетить там то-то кафе, либо чего-то попробовать, да, давно там не кушала суши, давай сходим. Одной скучно идти, да, вот компания нужна. Девчонки прям обрадуются вашему предложению, побежит как миленький. Так, не стесняйтесь, девочки, прошли эти времена, когда стесняться надо было. Сейчас, знаете, полная эмансипация пошла. Идем дальше. А здесь мужчина на лодке плывет. Ну, что-то он с левой стороны подплывает. Либо вы этого человека не ждете, а он появится, либо у этого человека вот какая-то неожиданная поездка организуется. Будете этого человечка провожать, наоборот, в поездку. Ну, поплывет, назад вернется, ничего страшного. Кстати, еще у кого-то может отыграться, что мужчина на машине вас куда-то возить будет. Вот как вам нужна помощь, что-то отвезти, перевезти. Либо вы идете там с пакетами, до дома далеко, а едет знакомый мужчина, говорит, привет, давай помогу, давай я тебя подвезу. Ну вот как появится из-за спины и вам поможет. Так, здесь очень интересно показали нам семью. В семье будут какие-то разборки, честно говорю. Будете с кем-то разбираться, либо кто-то при вас будет разбираться. Достаточно какое-то дело, ну, пустяковое, понимаете, по какой-то мелочи люди в семье начинают ссориться и нагнетается обстановка. Но если вы участница этих событий, мои хорошие, понимаете, в семье мы должны создавать уют и мир. Если кто-то что-то не понимает, либо не согласен, есть очень много методов воздействия, не принуждения, воздействия. Поищите свой метод. Когда вы выходите из себя, когда вы распаляетесь, когда люди переходят, ну, на повышение тона, люди срываются, могут сказать даже то, о чем они и не думают. Я вижу, что вы можете сожалеть. Вот если вы вступитесь в эту полемику, острую полемику, то вы будете сожалеть о том, что вы сказали. Может быть, случайно обидите дорогого, близкого человека. Если при вас ваши члены семьи будут ругаться, постарайтесь сделать все возможное и невозможное, чтобы этот конфликт остановился, да, и не перерос в острую фазу. Разведите по разным комнатам. Не выступайте ни на чьей стороне. Просто будьте таким вот прям судьей, да, судьей, который прекращает спор, ссор, да, и говорит, все, стоп, остановились. Остановились, остыли, а потом мы с вами поговорим. Это очень важно. Нагнетение, понимаете, вот негатива в доме, это плохо. Вы обратите внимание на свои комнатные растения. Если они у вас хиленькие, вяленькие, подсыхают, да, там, не цветут, чем-то болеют, ну, это вот негатив, который у вас дома накопляется. С этим надо что-то делать. Если вы живете одна, то, возможно, соседи за стеной будут очень громко ругаться, вы это будете слышать. Может быть, вы раньше игнорили, там, ну,
беруши в уши, да, типа не слышу. Вот. А в этот раз надо как-то проявиться. Вы знаете, вот этот негатив, даже соседский, через стены может проходить и на вас влиять. Влиять, и атмосфера давящая, и да, вообще как бы и жизни не рад. Поэтому, мои хорошие, тут какие-то скандальчики идут, которые нужно прекращать, да, зарубать на корню и сделать все возможное, чтобы негатива в доме не было. Так, здесь вот чей-то муж отличится. Отличиться, прям медальку нужно готовить. Мужчина где-то что-то раздобудет. То есть он идет домой, что-то в дом тащит. Охотник принесет в дом добычу, мамонта принесет. Вы знаете, где-то либо скупится очень удачно, либо вот для дома что-то он несет. Какие-то продукты, может быть, какие-то, там, не знаю, аксессуары, вещи. Вот что-то раздобудет. Я понимаю, что ему это не свойственно. Сейчас многие девочки сказали, да ну, мой муж и что-то покупает. Да нет. А он вас удивит. Вот прям такой огромный мешок тащит. Чего-то вот прям важного, интересного. Будете смотреть и думать, мужчина, а вы кто? А вы адресом случайно не ошиблись? Да, молодец, девчонки, хвалите, прям похвалите, приготовьте ему там что-нибудь вкусненькое, что он любит, вот промотивируйте его, скажите, вот покажите, вернее, да, добытчик получает вкусный ужин, да, либо добытчику все почести и похвалы. Вот, ему это понравится, он будет стремиться и дальше так себя проявлять. Так, вот смотрите, чей-то муж молодец, а чей-то парень не очень. Это не муж, это, ну вот, симпатия может быть между людьми. Возможно, вы его застанете в общении с другой женщиной. Либо вам кто-то скажет, что он общался. А он таки правда общался. Здесь мужчина, знаете что, он противный. Вот я поняла, что он делает. Он пытается вывести вас на ревность. Как, вот знаете, проверка на чувства, либо что там такого вот плана. Вот она меня не ревнует, значит, я ей не нужен. Значит, она меня не любит, не боится потерять. Нашел он себе какую-то женщину и, значит, с ней там общается. И общается, значит, там смеется, анекдоты рассказывает, ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди там увидели и слух пошел, да, что он с этой женщиной общается. Ну, да, девчонки, где-то вы с ним были строги, да, где-то не проявляли свои эмоции. Вот он таким дурацким способом решил проверить, насколько он вам важен. Но если вы на него накинетесь там с кулаками, со всякими там оскорблениями и прочее, но он просто будет улыбаться. Он просто будет улыбаться, он будет счастлив. О, она меня ревнует, значит, она меня любит, значит, я ей важен. А если вы проигнорите, девчонки, ну тут я даже не знаю, что будет. Вот. Ну, конечно, барьер он не перейдет, но он начнет очень сильно напрягаться, грустненький станет, вяленький, да, будет все время думать, что он вам не нужен. Девочки, ну понятно, что мужчин особо баловать нельзя, но и чувства тоже иногда надо проявлять. Если он вам не нравится, если вы его не хотите, не рассматриваете в качестве там, кандидата, да, в будущие мужья, ну так ему и скажите, потому что он очень надеется. Он очень надеется, что он вам не безразличен, что чувства есть. И вот такую вот идиотскую, извините за слово, придумал вам проверочку. Вот. Ну, главное, не нервничайте. Просто с ним поговорите, наверное. Так будет лучше, если вы поговорите, обсудите этот вопрос. И, девочки, еще раз говорю, не стесняйтесь. Не стесняйтесь показать свои чувства, показать свои эмоции. Так, казаться лучше, чем есть, это неправильно, потому что лучше, чем вы, да, никого на свете нету. Вот об этом думайте. Ваша индивидуальность – это и есть ваша изюминка. Не бойтесь себя проявлять. Так, ну и напоследок еще хочу сказать предупреждение. Будьте внимательны с личными вещами, мелкими вещами. Ключи, кошельки, может быть, какие-то брелки. У вас какой-то риск где-то что-то вот... Ну, либо оставить, забыть, да, либо что-то где-то упадет, а вы потом найти не сможете. И вот как, знаете, например, ключи, да, положили там на шкафчик, а они раз и упали куда-нибудь. Вам утром на работу бежать, а вы начинаете искать, нет ключей, боже. Вот, следите за мелкими предметами, за мелкими вещами, особенно которые вот жизненно необходимы. Вот прям какой-то риск, что где-то забудете, да, либо где-то упадет. Вот, проверяйте, не ленитесь, чтобы не было каких-то неприятных у вас историй. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.